Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас на моем мастер-классе «Умные пальчики» по кинезиологии. Как вы видите, сегодня мы будем говорить о мозге человека. Вот. До этого хочется сказать, что нас окружает очень стремительно развивающийся мир. Каждый день ежедневно придумываются новые какие-то гаджеты, компьютеры, программы. Да, в проектах очень много проектов. Все кругом стремится быстро-быстро движется. И в этом мире придется жить нашим детям. И каждому родителю, конечно, хочется иметь, чтобы их ребенок вырос таким успешным, стрессоустойчивым, умным, крепким, да, чтобы в этом мире ему жилось легко. И все успехи давались, конечно, хорошо и легко. Для этого мы, педагоги, постоянно ищем новые пути, подходы, разрабатываем методики, программы, да, чтобы поэффективнее достичь результатов данной проблемы. Да. Поэтому я вам предлагаю науку по кинезиологии, которая изучает движение человека. Если дословно от древнегреческого перевести, кинезиас – это движение, а логос – учение, знание. Да? Теперь понимаете, да, умные пальчики, учение, движение. Значит, когда двигаются наши пальчики, развивается наш ум. Можем детей через движение не только пальчиков, да, все движение телом развивать ум, следовательно, готовим уже к школе и в будущем жизни. Так, кинезиологические упражнения бывают очень разнообразные. Начинается это от простых движений, можно на воздухе. Можем упражнять детей. Начинаем упражнять детей от вот таких простых упражнений. Ставим перед ребенком две параллельные линии, чтобы было детям интересно, красочно можно выполнить или из разной фактуры. Ребенок двумя указательными пальцами начинает проводить по ней. Потом второй палец мы уже детей усложняем. Также мы можем усложнить, меняя линии. Вот уже кривые линии пошли. Вот фактура меняется из дерева палочка. Например, вот такие тканевые шнурки, пластиковые разноцветные палочки. Все у нас развивает тактильные ощущения. Заодно ребенок учится двигать двумя руками параллельно. Значит, зрительное развитие тоже идет. Надо следить, необходимо его, да, следить двумя руками. Обычно люди у нас все, да, бываем или праворукие, или левые руки. Какая-то полушарие мозга доминирующее бывает. И у детей также, да, нам необходимо развить межполушарную связь, чтобы два полушария работали параллельно, не доминируя друг друга, связь, чтобы между ними была. Теперь я хочу вам предложить вот такие слова, отдельные на карточках, и вам необходимо разложить их по группам. Читайте, осмысливаете и группируете. Первый ряд одна группа, второй ряд одна, по 3 слова. И в конце мы в итоге посмотрим, какое полушарие мозга у вас преобладающее. Парская Дмитриевна уже закончила, да? Так, читаем. Если первая группа карточек, карась, орел, овца, а вторая группа бегать, плавать, летать, третья группа шерсть, перья, перья, чешуя. Это у вас левое полушарие доминирует, у вас логический склад ума. Это очень хорошо. У Туяры Васильевны я смотрю, 2 полушария работают сообща. Это очень хорошо. А у Надежды Афанасьевны преобладает тоже левое полушарие, да? Логическое мышление. У меня правое получается. Левое
полушарие. Слава, чешуя. Ага. Значит, Вот. правильно. Да, если вот у Виктории Викторовны и Надежды Афанасьевны кора, сплава, чешуя, первая группа, орел, летать, перья, вторая, овса, бегать, шерсть, это третья группа. Поэтому у них правое полушарие художественный тип. Ага, потом сразу же мы проверим, правильно ли этот тест был сделан. Берем вот эти рисунки, которые у вас разложены на столах, каждую руку по маркеру и начинаем обводить по рисунке. Начинаем с одной точки двумя руками параллельно. Двумя руками параллельно. Заметно, да, что правая рука слушается хорошо? Ой, доминирующая рука. А вспомогающая рука, да, слушается неохотно. Вот. Прускоя Дмитриевна тоже убился закончить, молодец. Смотрим. Тут сразу заметно, что правая рука у Прускоя Дмитриевны хорошо работает, слушается, а левая уже сложновато. У Надежды Афанасьевны тоже левая рука очень неохотно, не слушается. Вот тоже Виктория Викторовна праворукая. А у Кляры Васильевны все симметрично. Ага. У нее очень два полушария очень хорошо развиты. Молодец. Давайте я покажу работу наших детей. Так. Вот выполненная работа тоже. Тоже заметно, да, что праворукость и леворукость у детей тоже есть. Очень хорошо заметно. Так. Вот такие еще можно упражнения выполнять. Вот дети подготовительные группы выполняли. Ага. Младшеньким надо очень простые линии, да. Ага. Вот когда круговые движения, это очень сложно дается. Вы сами, наверное, поняли, да? Также еще вот такие упражнения могут быть. Не только вот линии проводить параллельные, но и смотреть на внимательность. Где правая рука, где левая рука. И закрасить, например, левую руку синим, правую руку красным. На этом листе выполнили очень хорошо, правильно, а тут немного ошиблись. Внимательность надо еще развивать. Вот такие упражнения есть. Также есть упражнения пальчиковые. Сначала, когда вот впервые ребенок приходит, мы не сразу такие сложные, если задания дадим, он не поймет. Начинаем от простого. Указательный палец обычно у нас очень двигается, да, хорошо, поэтому с указательного пальца начинаем. Поднимаем указательный палец, сначала одну руку, доминирующую руку, второй, третий, четвертый, пятый палец. Потом на вторую руку переходим. Когда ребенок уже начинает понимать, хорошо, выполняем уже двумя руками. Указательный, средний, безымянный, мизинец, большой. Также еще можем, такие упражнения очень радуют детей. Например, ладошки встретились и здороваются. Здравствуй, 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 здравствуй. И с мизинца тоже обратно. Здравствуй, 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 здравствуй. Также дети очень любят, когда, вот, например, у нас зайчик. Зайчик, а вот лиса. Есть петушок такой с гребешками, да. Коза тоже может быть. Такими пальчиками, упражнениями мы можем рассказать даже стихи, сказки, да. Даже на теневом театре можно использовать. Это очень тоже привлекает детей. Кроме этого пальчиковых упражнений, еще есть с ладошками более сложные уже идут. Например, одну ладонь поворачиваем, переворачиваем, одну ложим на стол. И надо перевернуть. Вот, ладошку перевернуть, перевернуть. Если ребенок очень хорошо, как мы взрослые, вот так начинает выполнять, скорость увеличиваем, еще усложняется упражнение вот так. Хлопком, хлопок, перевернул, хлопок, перевернул, хлопок, перевернул. Да.
Вот также есть кулак, ладонь. Кулак, ладонь. Усложняем. Кулак, ладонь. Две руки пошли. Кулак, ладонь, кулак, ладонь. И еще более усложняем, например, уже стихами. Можно вместе с кулаком, ладонью стихи говорить. Вот. Активизируется речь, внимание, усидчивость. Очень эффектные упражнения такие. Есть еще двигательные упражнения. Может, встанем? Чуть-чуть поразминаемся. На 5 минутках можно использовать правая рука, левая рука. Вот так двигаются наши ручки. Правая, левая. Вот такие простые движения, асимметричные. Не две руки вот так поднимаются же, да? Это тоже очень. Также с ногами можно делать, наклонами. Глаза двигательные, можно рот, язык, все. Вот так головой, например, подняли руку, смотрели сюда, руку вот сюда. Тоже другое упражнение развивающее. Вот. Мы рассмотрели сегодня, значит, двигательные, рисование двумя руками, тактильные упражнения, пальчиковые упражнения. Это все, в общем, все это называется кинезиологическими упражнениями. Целью которого развить что мы хотим развить у детей? Межполушарную связь. Чтобы не было праворукости или рукости, чтобы у детей было и логическое мышление, и творческое. Вот так. Поняли, да? Ага. Хочу чуть-чуть от вас услышать, что вам понравилось больше всего, или что как было. Интересно, да? Мне было интересно, и мне понравилось все. Я помогу использовать эти упражнения. Хорошо, спасибо. Спасибо за внимание. До свидания.